Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на передаче «Якутск сегодня» на радио ТТИМ и в прямом эфире телеканала НВК «Саха». Меня зовут Любовь Клюкина, я являюсь директором благотворительного фонда «Харысхал», ну и по совместительству таким волонтером, соведущим проекта замечательного «Якутск сегодня». Передо мной сидят молодые люди, очень активные молодые люди, с которыми я вас сегодня хотела бы познакомить. И хотела бы, чтобы они рассказали вам сегодня о тех инициативах молодежных, которые они реализуют, причем делают это абсолютно от чистого сердца. Владимир Прокопьев и Надежда Чемусова. Да, точно, Надя. Ага. Добрый день, ребята. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Я говорю про молодых активных людей. Где вы активны? Расскажите немножко про себя, чем вы занимаетесь, какой девиз по жизни, что любите делать. Пожалуйста, Владимир. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Владимир Прокопьев, и я работаю сотрудником, экспертом-аналитиком в Едином ресурсном центре поддержки гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций. И в рамках этого моя деятельность заключается в поддержке молодежи, в том, чтобы они старались реализовывать свои идеи, как раз-таки, как и получилось это у нас. Ага, ну то есть ты являешься таким примером, да, того, что есть идея, ее можно оформить и куда-то подать, и что-то получить. Что и куда, мы еще поговорим об этом. Неофициальный амбассадор. Да, неофициальный амбассадор конкурса, Росмолодежи. Ага, закончил СВФУ, учился здесь, да. Как можно попасть на работу в Единый ресурсный центр? Просто и скромно, так как это некоммерческие организации и в целом некоммерческий сектор, поэтому сложностей никаких это не вызывает. Главное быть, можно сказать, общественником, активистом и уметь быть многофункциональным. Многофункциональным, да. Спасибо большое, Володя. Надя, видим все форму. Расскажи, что это за форма? Мне на самом деле очень повезло с самого начала моего студенчества. Я поступила в Якутский финансово-экономический колледж, и там же вступила в студенческий педагогический отряд моего колледжа. И сейчас являюсь заместителем руководителя регионального штаба студенческих отрядов Якутии. Сейчас, скорее всего, у всех студотрядовцев прошлых времен сердце заёкало, да? Надя, у тебя очень много интересных значков. Что это за значки? Это какие-то достижения? Да, на мне наша форменная куртка-бойцовка, на левом воротнике которого мы прикрепляем значок за 1 год работы, мы прикрепляем 1 значок. То есть сейчас я готовлюсь уже к 9-му летнему трудовому семестру в рядах студенческих отрядов. То есть в 2015 году я работала впервые в жизни в качестве вожатого в детском лагере. И вот сейчас уже продолжаю свою деятельность в студенческих отрядах в качестве комиссара. Комиссар – это человек, который ведет какую-то деятельность воспитательную, да? Да, в первую очередь это человек, который заместитель руководителя. А еще в мои обязанности входит развитие социально-культурного потенциала, талантов наших участников движения студенческих отрядов, наших бойцов. Ну, вот такие примерные ребята у нас, да, сами подают пример активности, сами активно работают. Я знаю, что заработная плата у вас, ребят, не сильно большая на самом деле, и фактически ваша работа граничит с волонтерской деятельностью, да, по сути. Надя, ты уже больше трети своей жизни находишься в студотрядах, да, реализовывала много проектов. Так. Да, оказывается, что так, да. Какими проектами вы гордитесь, что вы за что вам не стыдно в своей деятельности? В первую очередь мы организовываем трудоустройство студентов в свободное от учебы время. То есть я радуюсь за каждого студента, который нашел работу и применил свои знания, которые он получает в учебном заведении, или те знания, которые он получил в рядах студенческих отрядов уже на работе и уже как взрослый человек. Сколько в трудовой сезон трудоустраивается ребят, студентов? В прошлом году мы трудоустроили порядка 2500 студентов нашей республики. Это огромный пласт работы, на самом деле. Да, спасибо. Володь, ты чем гордишься? Может быть, помог реализации большого количества проектов, например, или?
или к тому, что мы только эта деятельность, моя личная деятельность только в этом начинается, а я свой личный проект реализовал в 2022 году, победил в 2021, и теперь сейчас мы помогаем ребятам Сагики и также одному объединению Аланхофест. То есть это такой... Аланхофест, замечательное мероприятие, которое... Да, я помню, было в прошлом году, в позапрошлом. То есть это такие очень точечная помощь. В чем? Давайте поговорим про инициативы. Вот у нас звучат слова проекты, там, куда-то подать. Скорее всего, сейчас все наши зрители и слушатели, они не очень понимают, о чем вообще речь идет. Вот прямо разложим по слогам, можно так сказать. У молодого человека есть идея. Что происходит дальше? Ну, в общем, у каждого человека есть своя идея, есть свои мысли. Иногда их очень много. Да, иногда их очень много, как сделать нашу жизнь легче, красивее, удобнее и интереснее. Эта идея обычно возникает из-за какой-либо, личной боли, так скажем. Да. Человек видит проблему и думает то, что он может решить эту проблему. Он набирает своих единомышленников в команду, и уже ребята начинают работу в решении этой проблемы. Есть очень большой пласт проектов, которые при необходимости финансовой помощи, если вот в решении этой проблемы нужно, то ребята уже объединяются. Есть очень много организаций, которые на самом деле помогают. В интернете очень много информации про как написать вот этот определенный проект. И участвуют в конкурсе. И участвуют в конкурсе. При этом бывают конкурсы такие маленькие, муниципальные, да, например, в районах. Например, я знаю, что вот сейчас грядет конкурс в Мирнинском районе, недавно был в Ленском районе, это вот из таких, из крупных, да. Есть региональные конкурсы, но там нужна некоммерческая организация, да, ее нужно зарегистрировать. А если я вот как физлицо, я как молодой человек, то куда я могу податься? Росмолодежь. Что есть это? Федеральное агентство по делам молодежи, их сайт fadamgov.ru, и у них есть свое направление по поддержке молодежных инициатив. Сайт у них называется grantsmilrosmol.ru, где вы можете зайти и верифицировать аккаунт через госуслуги, и быстрая и простая привязка идет. И в последующем уже заполнять свою заявку для того, чтобы вашу идею, ваше творческое начинание и потребности, и проблемы, которые вы хотите решить, там могут поддержать. Автоматизированная информационная система АИС «Молодежь России», туда, куда мы заходим, то есть там можно и проект подать, и по мероприятиям все узнать, да, и так далее, так далее. Вы этот путь прошли, по сути, да? И вот когда вы его проходили, кто вам оказывал поддержку, кто вам помогал? Вообще, как вы решились на вот эту историю? Потому что идеи есть у каждого, вообще у всех фактически. Но до того, чтобы куда-то эту идею оформить, написать, напечатать долго, да, доходят прям единицы на самом деле. Кто вам помогал, как это получилось? Надя. Вообще, слово «грант» для меня сначала было очень незнакомым, чем-то очень сложным, но потом я увидела на странице ВК у Росмолодежи истории успеха у ребят. У них есть страница, да, кстати, во ВКонтакте, поэтому нужно подписываться. Да, и история успеха. И меня очень вдохновила история моего коллеги Виктора Климовского, который участвовал в этом конкурсе, по-моему, в 2017 году, выиграл, и в 2018 году на эти средства, я точно помню, что это было ровно 200 тысяч рублей, и для нашего штаба студенческих отрядов это была огромная сумма, которую мы потратили на организацию школы командного состава. То есть именно вот эта школа была очень круто оформленной из-за того, что мы готовились по этому проекту очень заранее. И
вот эта школа оставила и для участников, и для нас, как организаторов, очень большую, такую хорошую память. То есть такая знаковая школа для всех нас была. Знаковая школа для нас, вот, современных студенческих отрядов. И после этого мы начали, в принципе, задумываться над тем, что можно подавать на конкурсы. Оформлять проекты. Да, но на самом деле вот эта победа в грантовом конкурсе пришла не сразу. То есть я участвовала до этого... это был 4-й грантовый конкурс, на котором я участвовала. И вот первый выигранный, вот как физическое лицо. То есть ты после первого поражения не отчаялась? Начала снова еще раз подавать, да, то есть... потом менять, подавать снова, да, потом снова, и все-таки на 4-й раз ура, получилось, да? Началось это на Мусустаре, то есть на первом, вот, на нашем молодежном фестивале. Да. В эти даты у меня была командировка, я защищалась онлайн. До этого очень удобно то, что есть вот такие вот живые защиты своих проектов. То есть обычно проводится очень много форумов. Да. Очень много форумов, молодежных фестивалей по всей стране, в рамках которых также Росмолодежь проводит свой грантовый конкурс. Любой молодой человек от 14 до 35 лет может заявиться и поехать. И поехать, и подать заявку, свой проект подать. И очень хорошо, что там консультируют тебя эксперты этого же конкурса. То есть, допустим, форум длится 3 дня. Первые 2 дня ты ходишь на консультации к экспертам. То есть они советуют, что правильнее, как, допустим, переформулировать твое предложение, допустим, даже. Вот я ходила на консультацию на первом Мусустар, потом летом прошла конкурс на форум «Восток» во Владивостоке. Во Владивостоке, да, был. Да. Приморский, дальневосточный форум. Первый, последний дальневосточный форум. Первый и последний, да. Второй, по-моему, был. В ДВФУ. И мы, делегации республики, поехали на поезде. Путь занимал неделю, туда-обратно. И вот, и там также я прошла вот экспертную комиссию, то есть на самом деле вот там я думала, что точно выиграю. Да? Да, и прям расстроилась до слез. Но потом... Потому что ты очень готовилась. Да, и потом подала на осенний этап конкурса. Это был уже заочный конкурс. Ну и финальный раз подала в прошлом году, как раз в марте месяце у нас проходил вот 2-й молодежный форум Мусустар, в рамках которого также был конкурс «Росмолодежь гранты». И вот там, уже собравшись со всеми силами и изучив намного больше информации, исправив все недочеты, я уже защитила свой проект. Сколько денег ты получила на реализацию своей идеи? 915 тысяч рублей. Услышали, да, вот эти цифры, они приличные на самом деле, уважаемые телезрители, слушатели. Почти 1 000 000 рублей Надя получила, просто хорошо оформив свою идею. Про идею еще поговорим, Надя. Владимир, что вот для тебя соцпроектирование, как ты к этому пришел? Тоже участвовал в каком-то форуме? Нет, это на самом деле у вас очень хороший путь, который вы прошли, потому что у меня такого не было. Я сейчас просто посидел и позавидовал молча. Если так шутя на самом деле. Мы нашей командой сидели и обдумывали идеи вместе, они стали моими партнерами в рамках проекта «Волонтеры Победы». И также ты являешься волонтером Победы. Да, все верно. И поэтому мы подавали проекты командами, и один из моих проектов был... один из командных проектов. Мой был проект по оцифровке памятников, который ранее проводился с 20 по 21 год. По оцифровке памятников в историческом наследии по Великой Отечественной войне. Что такое оцифровка? Сразу перебью. Что это?
Что такое оцифровка? Получается, есть такая интерактивная карта на сайте yapomnю.rf, и она представляет собой некий такой архив памятников, посвященных ВОВ. И... Великой Отечественной войне. Да, извиняюсь, да. Великой Отечественной войне. И он из себя представляет легенду о памятнике, фотографии. К сожалению, видео нельзя загружать, но также дату создания, возможно, и архитектора можно добавить. Но все это надо искать углубленно, надо этим долго заниматься. И я посмотрел, какие памятники, сколько их, к примеру, в центральной было России, сколько их было в других округах, и сравнил с тем, что было у нас. К сожалению, их было не такое большое количество, и описание не такое было качественное. Я сейчас не в упрек всем ребятам, которые все это делали, и не только ребятам, возможно, и сотрудникам администрации на местных уровнях, а к тому, что мне показалось, что эту деятельность надо доработать в улусах, которые мы обозначили. Ну, тем более, что в каждом улусе и в каждом у нас наследии есть памятники, посвященные, да? И поэтому ты подал, то есть сколько ты получил, как ты заявился? Заявку я подал в 2021 году в рамках всероссийского конкурса молодежных проектов, который проходил под эгидой форума «Патриот» от Роспатриот. И, получается, конкурс был заочный, с последующим приглашением участников на сам форум в Москву. Таким образом, я подал... Это моя была первая заявка. И первая победная заявка. Ничего себе, сразу. Очень, наверное, удачливо, можно так сказать, потому что никакого обучения не проходил, у меня только были мои ребята, я не знал о едином ресурсном центре, я не знал о других ресурсных центрах. Вот мы видим фотографии с твоего проекта как раз, да? И сумма, которую я выиграл, была равна 300 тысячам. Ну, такая... Да, у нас только по технике немножко было. Весь массив был на выставку, которая была только что перед нами. Но это абсолютно волонтерский такой проект, то есть вы там работали бесплатно, да? И что получилось вот в итоге? И кто, можешь членов команды называть, с кем ты работал, кого ты благодаришь за то, что у тебя вот... Сейчас ты уже на стадии такой отчетности, да? Получается, у меня было в команде, грубо говоря, 5 человек, пятый из них – это наш наставник, Дмитрий Куприянов, сотрудник Министерства молодежи у нас. Дима, привет! Также у нас были члены из команды волонтеров Победы, двое, Андреев Хухан и Петров Алгыс, и третий, кстати, тоже Сильвестров Тимофей. Ну и также к нам еще дополнительно не включались в эту команду приглашенные гости. К примеру, как в Чурапче мы общались и даже некоторыми консультировались у сотрудника ДОСААФа в Чурапче. А вы ездили по районам? По районам, да. Из них были... Это городской округ Якутск со всеми селами, прилегающими и микрорайонами. Это были Намцы, Усть-Алдан, Чурапчинский улус, Мегино-Кангаласский, Татинский, даже доехали до Тампонского, но Тампонский охватили только село Мегино-Алдан, из-за того, что у нас времени было мало. И еще Хангаласский улус. А как вы смогли на такую малую сумму средств вообще так хорошо поездить по республике? С кем-то договаривались еще дополнительно, да, видимо? Нет, абсолютно. Это сами, потому что один из больших весов в соцпроектировании является софинансирование, и в софинансировании мы указали мой личный автотранспорт, указали всю полную стоимость. Ну, это уже нюансы соцпроектирования, именно написания проекта, так что не буду углубляться. И запросили только ГСМ. Все, то есть, ну, все-таки на бензин у вас в проекте было... Да, конечно. Ну, там небольшая сумма выходит, но, правда, издержки потом после этого были очень большие по ремонту автомобиля. Таким образом, у тебя появились такие друзья прямо в некоторых районах республики, да, то есть ты прям познакомился с множеством ребят, очень много чего узнал. Что в итоге твоего проекта? Что удалось тебе сделать с твоей командой? Мы уже уходим на перерыв. Об итогах проекта расскажем после перерыва.
Владимир, видите, да, очень такой въедливый человек, поэтому он еще расскажет, как он вам лично может помочь оформить вашу инициативу. Это также будет после перерыва. Не переключайтесь, пожалуйста, друзья. А вы снова находитесь в прямом эфире передачи «Якутс сегодня», и мы разговариваем о том, как можно реализовывать идеи, инициативы у молодых людей. Акцентируя внимание, под молодыми людьми мы понимаем молодежь от 14 до 35 лет. То есть вот такой вот довольно-таки большой временной промежуток. Я еще сама даже еще пару месяцев, тройку, нахожусь в этом периоде жизненном. Да. До перерыва Владимир начал рассказывать про свой проект, который посвящен оцифровке памятников. Вы можете задавать вопросы нашим гостям в прямом эфире. Пожалуйста, звоните 32 00 66, 32 11 66. Мы будем рады ответить на ваши вопросы. Владимир, сколько памятников удалось оцифровать? Такое слово «оцифровать». Вот что такое оцифровать? Внести на портал? Да? Сколько? Получается около 120 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Но в целом проблема была в том, что некоторые памятники, не скажу, что не сохранились, а скажу, что не имеют изначальный вид. И, к примеру, возможно, раньше был видеоряд, на который вы обратили внимание. Там я представил один из памятников. Там очень трудно было что-то либо разобрать, потому что ничего было не читабельно, просто обелиск с красной звездой. Смотрели по реестрам, обращались, и как-то сложно было с его выявлением. Но потом, в последующем, через местных жителей, через родственные связи, как-то так все, через старшее поколение узнали, что этот памятник был посвящен гражданской войне. Гражданской войне все-таки, да? И вот все эти памятники мы выгружали на сайт. Прежде всего, все сайты, большинство сайтов работает с платформой Яндекс.Карт. И поэтому вы можете просто легко зайти на Яндекс.Карты, и там все памятники будут представлены. То есть ваш труд, вашей команды прямо на всероссийское вот это вот, да? Ничего себе. И отдельно они также выгружаются на портал. С тем сайтом, который я изначально говорил, возникли небольшие издержки, поэтому мы туда не загружали, к сожалению. Понятно. Но еще эта работа продолжится. Сказали, что возобновят, и в последующем можно будет. Вот. Другой наш основной портал был местопамяти.рф. Все знают, скорее всего, этот сайт. Если не знаете, то заходите. И там есть тоже у них отдельная интерактивная карта, где, к сожалению, мало было памятников по Дальнему Востоку представлено. И мы его очень хорошо пополнили. И там хорошая команда модерации, которая быстро все делает. Володь, а зачем это надо? Ответь простыми словами. Я понимаю, но вот вдруг кто-то... Да. Прежде всего, это у нас, когда не писали мы этот проект, я это позже осознал и понял, что идея этого проекта довольно проста. Того, что, допустим, мой младший брат, который учится в 7 классе, или даже ребята помладше или постарше могут обратиться к этим сайтам и с легкостью найти материалы по памятникам Великой Отечественной войне, где они смогут с легкостью написать какую-либо статью, реферат, курсовую и другие научные исследовательские работы. И одна из наших не основных задач является как раз-таки пополнение данной базы и создание возможностей для того, чтобы ребята так делали. А можно я скажу более так романтично? Это же про то, чтобы двигаться в будущее, нужно всегда помнить свое прошлое. Да. Сейчас все меньше и меньше ветеранов у нас остается, да? Остались только ветераны тыла, ветераны труда, и уже некому дальше будет передавать информацию просто-напросто. А вы прям... А дальше какое-то вот продолжение планируется, что ваша команда хочет делать дальше? После того, как проект завершен, все внесли, закрыли, не все же районы охватили. Вот мы ездили с Министерством молодежи на гражданские выходные в Алданский район. И также отдельно Горный Улусно приезжал. Да. И нам говорили о том, что хорошо бы было видеть продолжение этого проекта по разным сторонам. Да. Но, конечно, это было бы интересно, но пока что это не в планах. Но, возможно,
я, в принципе, дал добро ребятам из Горного, чтобы они продолжили этот проект. Ничего, что будут похожи. И вот прямо сейчас, по сути, происходит тиражирование вот такой вот практики, да, хорошей. Если вы хотите внести памятник, который находится в вашем наследии, не видите сейчас его на карте, то можете обратиться к Владимиру, он вас проконсультирует, как это лучше сделать. Я так понимаю, что это может сделать любой желающий, тот, кто обладает, ну вот, у кого есть телефон с фотоаппаратом, грубо говоря, и умеет писать, вот, и желание. Да, отлично, спасибо большое. Владимир, я желаю, чтобы проект продолжался, чтобы все памятники, которые посвящены Великой Отечественной войне, чтобы они были отражены на этой карте. Мне кажется, это будет хороший результат патриотического воспитания. У нас есть звонок в студию. Пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Андрей Михаил, являюсь волонтером Победы, тоже так же, как и Владимир. Вот, я услышал о том, что вот, 2 проекта на 915 тысяч и 3 сотни тысяч рублей. Вот. У меня возник такой вопрос, как правильно рассчитать именно смету проекта для такого более положительного ответа от организаторов, либо же от экспертов. Спасибо большое. Спасибо большое. Хороший вопрос, на самом деле. Кто ответит? Володя, ты, наверное, да? Как правильно смету рассчитать? Это важно, действительно. При заполнении заявки, это электронная заявка на сайте, там это нужно сделать. У меня, например, я всегда советую, чтобы хорошо подготовить смету, нужно подключить к этому людей, которые понимают в цифрах. У меня, например, сложности, я всегда бухгалтера подключаю, который первый под рукой попадается. Вот. Сейчас это наш руководитель такой финансовой службы фонда. Вот. Ты какой бы совет дал? Прежде всего, это обращать на те строки в положении конкурса о том, что нельзя прописывать. Ой, молодец. И потому что, допустим, в Росмолодежи, в конкурсах Росмолодежь нельзя прописывать себе зарплату и своим сотрудникам. Да. И услуги нельзя производить своей команде. Это очень главное, потому что если у вас такое будет, и вы будете сидеть на защите, вам просто, возможно, это даже в лицо скажут, что вы не читали повышение. Да, если будет заочно, то просто вы получите низкий балл. Я надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос. И самый важный момент при осмечивании всего, что вы приобретаете и прописываете смету то, что вы запланировали в мероприятиях, да, не наоборот. То, что это социальный проект. Да, не предпринимательский. И понимать то, что надо прописывать в смету проекта только те, допустим, товары, работы и услуги, которые необходимы для решения этой проблемы. Если можно обойтись без этого, то в принципе, можно обойтись и без этого. Или если это где-то можно взять, одолжить. Да? Это как у нас раньше был вал проектов, в которых было прописаны ноутбуки. Под каждый проект нужно было, обязательно закупить по 10 ноутбуков. Хотя по факту мы понимаем, что вот они есть у всех сейчас. Вот у меня, например, стоит прямо на столе. Надя, на что ты получила почти 1 000 000 рублей? Колись. Вот как я рассказывала в начале нашей программы, я работаю в студенческих отрядах, то есть со студенческими отрядами. Мы трудоустраиваем летом практически 2500 студентов, которые работают по территории не только всей нашей республики, но и представляют нашу республику за пределами. Допустим, ребята работают в Краснодарском крае, на Сахалине, в Камчатке. И мы формируем отряды. То есть это мы трудоустраиваем целую команду, которая уже подготовлена и готова к труду именно как команда, и это наш, козырь перед работодателями. Да. Чтобы ребята понимали, что они будут делать, за них есть ответственные, люди, и это еще и воспитание такое происходит. Патриотическое воспитание, действительно, мы... Еще у нашей организации очень большая история, то есть студенческие отряды появились в 1959 году, а первый студенческий отряд в Якутии появился в 1967 году. Мы в прошлом году отметили 55-летие первого студенческого отряда. И вот, чтобы ребята понимали весь масштаб
нашей организации, чтобы они понимали то, что находясь, допустим, на объекте у работодателя, работая, они представляют все наше большое масштабное движение. Это очень ответственно. Да, и чтобы поднять коллективный дух ребят, то есть у нас вот у 2500 ребят есть, допустим, представитель студенческого строительного отряда, который работает где-то в южном районе, а есть представитель педагогического отряда, вожатые, которые работают на севере нашего региона. И они практически никогда в жизни могут не увидеться. И чтобы ребята понимали масштаб нашей организации, мы решили сделать вот такой вот большой проект. На самом деле мы проводили каждое 12 июня в День России мы открываем летний трудовой семестр и официально стартуем наше лето. Мы называем наше лето лучшим летом. И в честь старта лучшего лета мы... А вот мы как раз и видим фотографии, видимо, из каких-то из мероприятий. Мы открываем летний трудовой семестр и выезжали в поход. И вот мы с командой решили то, что нам нужен масштабный турслет, чтобы все ребята, которые здесь, они понимали наш масштаб организации, и вот организовали турслет, для которого были, в рамках проекта выделены средства на транспортные расходы, на спальники, на камеру, на палатки, допустим. Свою материальную базу вы пополнили. Укрепили, и на самом деле вот эти палатки, спальники не лежат просто так на складе. Допустим, на протяжении летнего трудового семестра у нас ребята в середине лета экстренно выехали в Верхоянский район помогать, и им нужны были спальники. Вот эти спальники, допустим, там как раз и пригодились. И наша техника, которую мы закупили, сейчас также активно используется. Не только. Как мероприятие это называлось? Мероприятие называлось «Яростный турслет». На самом деле, я очень много времени потратила, мы с командой потратили очень много времени на раздумье нашего... мы хотели, чтобы это было как-то и в тему, и интересно названо. Я рассказывала то, что... Писали проект порядка 3 часов, а придумывали название порядка недели, думали. И было очень много вариантов, и вот этот вариант, мы проголосовали и выбрали то, что это идеальный вариант, потому что мы являемся региональным отделением российских студенческих отрядов, а так как региональное отделение у нас якутское, в наших кругах мы Яро, МОО, РСО. И вот Яро и как-то... И яростный. Яростный турслет. Турслет уже прошел. Турслет уже прошел. И как он был яростным? На самом деле, да. Мы уже его провели 2 раза. Уже дважды. Да, потому что мы первый турслет провели 12 июня перед началом летнего трудового семестра. И решили, что этот турслет будет уже традиционным. Мы будем проводить его и весной, и летом, и весной, и осенью. И осенью мы решили проводить его для наших новичков, то есть для первокурсников, которые только-только ознакомливаются с работой, вообще, что такое студенческие отряды. И мы собрали этих ребят и выехали на турслет, но осенний турслет, он был без ночевки. Ой, без ночевки неинтересно, мне кажется. Но мы практически, можно сказать, с ночевкой. Что затянулось. Да. А куда ездили? Сколько было ребят, принимали участие? Да, на самом деле мы бы хотели поблагодарить наших партнеров. Это можно. Первый турслет мы провели на базе детского лагеря, который стоит на учете у Якутского индустриально-педагогического колледжа на территории, рядом с Тулагином. И второй мы уже провели на открытой местности на территории уже Тулагинского наслега. Рядышком, далеко не ездили. Далеко не ездили.
Потому что вас много. Потому что нас очень много, Да. и вот автобусами мы добрались до туда, и уже начали... Ну, то есть наша программа, она была очень обширной, то есть начиная от конкурса лучшего кострового супа, заканчивая Классика. спартакиадой, творческими конкурсами, командной работой. Ну, еще мы очень ответственно отнеслись к организации турслета, то есть Безопасность. охрана природы, то есть можем гарантировать то, что ни одно дерево не пострадало при организации. И после вас как будто бы... Как будто бы ничего и не было. Почти как и было. Только Нет, почти как и было, но даже стало еще чище, потому что мы убрались еще и на прилегающей территории. Как ты оцениваешь вообще реализацию своего проекта? Ты довольна в душе? Да, но уже есть другие, более креативные идеи на организацию уже следующего турслета. Ну да, турслет это какая-то такая классика, то, что было всегда, по сути, да. Вот, то есть он был такой. А результаты какие получились? Что ты увидела в результате? В результате мы увидели то, что мы объединили отряды в команды, то есть с разных направлений. У нас ребята, которые работают в рыбообрабатывающих заводах, ребята вожатые и, допустим, ребята с сервисного отряда объединились в одну команду, а во второй команде у нас были медики, строители. И вот так вот они в первую очередь познакомились друг с другом. Наконец-то. Да. То есть они поняли, студенчество для нас это в первую очередь новые друзья, знакомства, которые уже помогают тебе в взрослой сфере. Мы это уже поняли и хотели бы улучшить этот момент нашим ребятам. Ну, у вас такое движение в этом плане необычно, что у вас же семьи рождаются. Может быть, по итогам турслета какая-нибудь семья родилась, может быть, есть такие данные? Ну, не знаешь? Наверное. Еще года не прошло, что прямо о семье, наверное, громко будет говорить. И, спустя время мы посмотрим. В будущем какие планы? В будущем планы у нас обширные, то есть мы хотим также масштабировать наш проект, уже приглашать наших ветеранов на наши турслеты. Да, вот есть, хотела как раз об этом сказать. На наш турслет приезжали помогать на самых добровольных началах наши старички, ребята, которые уже выпустились и в свой выходной день вырвались из семьи. На своем личном автомобиле они приехали прямо и сказали: мы будем ответственны за то, чтобы, допустим, костры не затухали, чтобы всегда был горячий чай. Песни пели. И там песни пелись, гитара не замолкала, как говорится. Да. Гитара рвалась фактически. У нас осталось совсем немного времени, на самом деле. То есть я надеюсь, что стало понятно, что можно, имея идею, ее подать на конкурс Росмолодежи. Именно сейчас идет подача заявок на конкурс до 20 апреля. Нужно успевать. Лучше, конечно, делать это пораньше. Вы советуете, пройдя этот путь, сложный, по-честному. Это непросто. Написать непросто, реализовать непросто. Вы советуете ли подавать заявки на конкурс Росмолодежи? Скажите, пожалуйста. Абсолютно советуем. Конечно, это очень круто видеть, что идея воплотилась в жизнь. Спасибо большое. Ребят, подавайте, участвуйте в конкурсе. Мы завершаем наш эфир. Я вас благодарю за вашу активность, за ваше неравнодушие. И благодарю также наших режиссеров эфира Марию Новгородову и Николая Слепцова-Айдын за помощь в проведении такого теплого, хорошего эфира. До свидания.